Да, в Якутск пришло уже настоящее лето, друзья. Сегодня 28 мая. На улице у нас 25 градусов тепла. Как всегда, лето настало очень резко. Просто вот я как раз поражаюсь. То холодно, потом памс, резко лед проходит и жара начинается. Вот прям вот как будто бы весны нету, вот моментально. И, конечно, пора уже мне собираться в дорогу. Я уезжаю в воскресенье, сегодня у нас среда, потихоньку 1 числа, 1 июня улетаю домой к родителям. Поэтому сейчас занимаюсь уже подготовительными процессами. Ну, на самом деле сейчас учеба идет, я сдаю зачеты, завтра у меня сразу 3 зачета в один день. Еще надо готовиться, но у меня еще есть другие проблемы, как, например, уставшая моя машина, вернее, уже все ломается на самом деле. Подвеска у меня начала сыпаться, ну, после зимы она всегда страдает, особенно лютой, когда ты эксплуатируешь ее в зимнее время. Вот, и сегодня я хочу купить подарки. Подарок папе моему и подарок мужу сестры на свадьбу. У них будет свадьба в июне, я еду в Крым. Это якутский нож. В нашем магазине я работаю с весны в магазине Усэкспо. И, соответственно, там я планирую приобрести сейчас 2 подарка. Вот Володя помогает, осматривает. Ходовка, в принципе, нормальная, нет такого ничего критичного. Ну, поезжу, да? поедешь, да, до субботы спокойно. 3 денька мне и воскресенье Да. полететь, а потом уже Легко. займусь. Главное было успокоить вот этот момент. Поехали в магазин, купим подарки. Кстати, Усэкспо выступает спонсором моим, да, и, соответственно, нож супругу мы дарим. Это подарок, очень ценный, очень дорогой. Сам бы я не потянул, и вот папе нож с хорошей, очень скидкой я приобрел, поэтому вот спасибо Усэкспо, не устану благодарить. Сейчас меня очень-очень сильно выручают. Спасибо Надежде огромное. Добро пожаловать в наш магазин Усэкспо. Василий, приветствую. Я хочу подарки выбрать. Сколько лет уже живу в Якутии и всегда мечтал, поехав домой, перевезти отцу в подарок якутский нож. Настоящий сахабагах, хорошего качества, поэтому долго не мог это сделать. И, наконец, сегодня моя мечта сбудется. Среди всего этого разнообразия я выберу ему подарок. У меня отец рыбак, поэтому нож должен быть рыболовным. Ножей, конечно, здесь большое разнообразие, вот минимальные 5400, 6800 и выше, такие попроще, и дальше уже вот они 6, 7, 8 и так далее. Ручки, чем они отличаются? Либо карельская береза очень много стало, вот, либо березовый кап, его стало меньше. Говорят, что его сложнее стало добывать в лесу, вот это вот кап уже. Я хочу все-таки березовый кап найти, ну, разные стали, ножны либо кожаные, вот такие, да, натуральная кожаная, либо вот есть бычий хвост, но за ними нужно ухаживать, сложнее. Он такой более такой традиционный, интересный, но все-таки ножны из кожи более практичные. Вот этот, на мой взгляд, очень-очень элегантный, подходящий для каких-либо рыболовных дел, разделки. Вот здесь у нас березовый кап, рог чубуку, больстер сделан, тоже это горный баран, и Х12МФ сталь. Сейчас мы сюда сделаем какую-нибудь гравировку красивую. А еще буквально через 20 дней у моей любимой сестренки родной в Крыму будет свадьба. И ее супругу в подарок я тоже решил сделать уникальный якутский нож среди вот этой вот интересной коллекции. Здесь у нас тоже большое разнообразие, разные якутские орнаменты есть. Но я выбрал вот такой нож очень необычного размера. Здесь удлиненный клинок. Таким ножом мы уже работали, когда делали строганину с шеф-поваром. И он выбрал среди нескольких ножей именно его. Сказал, что вот это самое удобное для этой работы. Мне он очень понравился. Он может быть попроще, без всяких якутских орнаментов, но мы можем сделать сейчас здесь тоже гравировку. Этим займемся. И мне очень понравились на самом деле ножны. Ножны из кожи. Здесь у нас изображен осетр с одной стороны, а с другой стороны это Баянай, дух охоты, хозяин леса, тоже очень такое символичное изображение. А как вас зовут? Катрин. Катрин, да? Очень приятно. Меня Эркин по местному, а так Игорь. У А меня 2 имени. по местному это вы Ну, я давно? как псевдоним, ну, 7-й год уже. Я с Питера переехал и вот тут начал блогерствовать, снимать. И... Здесь, да, именно снимаете? Да, да, да. Интересно очень, да. А что сняли еще?
Ну, фильм уже целый, полнометражный. Какой? «Кочевники Ледовитого океана» называется. «Тайна Да? острова туманов». А, Год да. назад в кинотеатрах показывали. Вообще мне интересно очень тоже вот наша национальная культура, и вот сейчас я начинаю как раз в это русло тоже свой блог вести. Ну, такие вот промыслы тоже очень интересно, вот ножи тоже интересно, да. Мгм. В этот магазин я зашла случайно с мамой, мама у меня куда-то там Да, бежала. видел, что- да. Ага, и вот остановилась. Мгм. Сыграйте У для меня, нас да, что-нибудь. 2 хумуса, вот еще хочу тоже что-то. Они все же разные, да? Каждый Они все хумус разные, по-своему да. звучит. Кто-то такой высокие ноты, где-то низкие ноты, да, например. И игра, техника игры тоже зависит от этого. Я так чуть-чуть. Мгм. Супер. Спасибо. Я хочу тоже Я так еще не научиться. виртуоз. Я вот тоже вот национальная тематика, пою по красивым местам, тоже рецепты снимаю якутские, да. Мгм. Владимир, приветствую. Я снова к тебе. Вот наш цех. Можно сказать так, да? По изготовлению гравировки. Так, на доброй памяти из Якутии. Супер. И давай еще якутский орнамент сделаем. Оберег с другой стороны. О, отлично. Да. Ну все, супер, подарки готовы. Спасибо Усэкспо. Я теперь еду домой не с пустыми руками. Это очень здорово. Вот к Саньку забежал, успел подстригся. Летний в этот раз, да, у нас покороче получилось. Спасибо, парни. Миша, вам хорошо тут провести лето, удачно поработать. Ребята сейчас дома еще вот. Саня, спасибо, да. Мы тоже будем помнить, как я без тебя вообще там буду стричься, не знаю, кому я пойду. Вот наши красавчики. Уже много друзей к ребятам ходит. Парикмахерская Милена. Сегодня очень интенсивный день. Сразу 3 зачета сдаю. Вот сейчас поеду в универ, там еще часик есть, времени позанимаюсь, немножко поучу еще и, надеюсь, все успешно получится закрыть по максимуму сейчас, пока не уехал. Вот самое такое, что сейчас переживаю за учебу, чтобы все нормально было. И все равно поеду в Питер, и в июне тоже у меня учеба будет дистанционно, еще некоторые моменты буду завершать, сдавать долги. Так что снова быть студентом это сложно, но интересно. Резко все зазеленело. Запах такой свежий, березовый. Очень здорово. И вот наш учебно-лекционный корпус. Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова. Ну, большой он, на самом деле, много корпусов. И наш вот этот ИСФИР. У нас Институт западной филологии и регионоведения. Вот одногруппница моя Инна. Одна из прилежных учениц. Все, 4 часа в институте. И 3 зачета в зачетку получены. 1 зачет я получил уже дистанционно, по баллам набрал. Еще сколько-то, 6, по-моему, осталось или 7. Как офигенно. Ну тогда вот так вот, как моя вот. Выстроились такие. Заехал в штаб попрощаться. Уже 9 вечера, но работа здесь всегда у нас кипит, да? Даже из 2 человек, из 3. Ну, в общем, буду скучать. Я поехал. Отправляйте фотоотчеты, ждем Да, ваши фотографии. Хотя бы фотографии. да. А может и ролики. Ждем с новыми проектами. Ты не представляешь, сколько здесь было людей, сколько мы собрали всего. Это вот до меня, пока я приехал. Да, у нас было 40, а мы сейчас собрали 40 больших этих мешков. Гуманитарку, да, или что там было? Гуманитарку, вот сейчас на СВО, сейчас гуманитарку на Курск отправляем мирным жителям. А, мирным собрали? Еще мирным собираем. А. Это вот сейчас на СВО только. Сейчас у нас придет машина и будем на Курск отправлять. Молодцы. Не дают. Здорово. Потом 12. Я тоже хочу в Крым, я хочу балаклаву. Серафим у нас на смене. Но его тоже надо накормить. Передал Мирлан ему барашка. Здравствуйте, пожалуйста. Здорово, здорово. Как ваши? Как служба? Чего служба идет? Держи.
Барашка. О, барашек, да. Понюх, как Спасибо пахнет. за Чувствуешь? такую Вкусно. вкуснятину. Спасибо, парни. О, как раз ребята будут Ну, в ребят, восторге. Немножко надо это, да? покормишь сослуживцев. Ладно, короче, Да. я поехал Спасибо. домой, Да. попрощаемся и до осени уже. А, да? Ну, прикинь, так что летом с вами никуда не поезжу. Эх. Да куда я с Опять вами это, поезжу? да, от Машкары будет убегать в этом? Да, в этом году я побежал от комаров, В от прошлом году Машкары. красиво было, да? И чуть под нервишки сели. Самая жесть. Давай, Игорь, Серафим. как говорится, отдыхай на родные, как На говорится, родной земли. земле, да, отдохну душой. Как говорится. и наберись силушки богатырской, которые там, не знаю, как называют. Ну я здесь набираюсь, а там я дополню, сюда приду, закреплю. Не. Чего хочешь? Да тихо. Ну, Аня у нас огородничает. Или как это назвать? Заехал еще к ребятам, своим друзьям питерским. Недавно вернулись с нашей родной земли. Да, Женя? Уставшие все с работы, я понимаю, я тоже сильно уставший. Вот заехал хоть повидаться перед отъездом тоже чуть-чуть. Вот Аня стол накрыла, вкусный. Так, Сказал. пожалуйста, мои умирающие цветочки не съедят. Умирающие. Ну, на самом деле, кто-то иногда говорит, что в Якутии плохо растут растения, между прочим. Да, Аня? Вот скажи свою лепту внеси. Вот они как вымахали, Ваня. Просто из луковиц, да, ты у тебя выросла? Ну, супер, молодец. Причем у Ани опыта нету, это ее первый опыт такой, да? Я надеюсь, не будет никакого хейта в комментариях, что я Будет. что-то не то делаю. Ну, не хейт, а тебя, может быть, дельный совет кто-нибудь даст, кто Хорошо, я буду очень разбирается. благодарна, потому что я ничего не понимаю, я даже не знаю, что это за цветок. будет сюрпризом, да? Да. Зелененький, красивый. Мия. А вот собачки такие хорошенькие. Сейчас я сажаю. Макс, Мия. Ой, тебе кушать. Это что за пушистик на диване лежит? Ну ладно, мы сейчас поболтаем чуть-чуть. И вот еще пушистик один. Я говорю, пушистик, Женина, Маджик. Маджик, здорово. Чух. Приехал напоследок к Игорю. Помочь немного ставить теплицу. Собрал парней, шашлычок. Вот Джулс помогает нам. Тоже сосед. Василий, да? А? Василий зовут? Ага. Игорь, передавай привет всем. Все, тогдашний ролик, кстати. Ну, я еще не выпустил, завтра выпускаю наш. Тот, который мы гуляли. На Кинкиме, да. Это... Давай. Я его завтра... Сейчас мне надо доделать его как раз вечером. Все, пару часиков побыли, на шашлык я уже не успеваю, надо мчать. Давай, Игорь. Так что, парни, давайте счастливо. Всем хорошего лета. Хорошо, отдохнуть. Тебе, кстати, экзамены, чтобы сдать вообще на отлично. Диплом. Тебе тоже. И мне. Спасибо, ладно, Да, давайте, давай, все, Игорь, пока. Счастливо. Хорошо, хоть на своей машине еще еду. Семен отгонит обратно. Спасибо. Помогает мне с утра. То бы сейчас такси бы и так уже опаздываем. Через полчаса регистрация заканчивается. Как всегда, у меня жесткий стресс. Перевес, потому что небольшой. Опаздывал. Буквально там за 10 минут до закрытия регистрации забежали. Теперь можно выдохнуть наконец-то. Надеюсь, ничего не забыл. Надо чай вылить. Набрал чай, даже не попил. Ну, Семен, спасибо тебе огромное. Ты меня очень жестко выручил. Оставляю тебя здесь за старшего. Давай, тебе удачи, чтобы все получилось. Все твои. Скоро Семен у нас выступает на соревнованиях. Дай бог. Чуть-чуть первые места ждем. Неделя осталась, да? Уже едешь. Будешь скучать? Я тоже. Ладно, давай. Вот Мишенька меня встречает, как и в прошлый раз, красавчик. Приехал, не бросил друга.
Давай, у меня тут вещей много. Дайте просто один из близких моих друзей. Всем привет. Семью оставил на даче, приехал меня забрать, потом поедет обратно, семью забирать. И так вот вообще, красавчик. Красавчик. Что бы я без тебя делал, Мишаня? Давай сначала большую, наверное. Ну, здравствуй, Питер. Соскучился я. Ой, это аутлет Пулково, да, вот это вот. Я раньше сюда заезжал, всегда покупал себе кроссовки новые, пумовские. Самолета. Сразу с самолета, да-да-да, я прям любил, там, дисконт. Женька рассказывает, говорит, я даже с тобой покушать не смогу, меня там семья ждет. Что там, говоришь, костер, надо покормить их, да, что-то приготовить. А сколько тебе ехать? Ты сейчас сколько ехал? Час где-то? Час. От Гатчины, да? И мы сейчас где-то час будем ехать до дачи, да? Ну, час 16. И потом тебе 2 часа обратно, Но да, я с возвращаться? другой стороны потом через А, там же Сосновый можно Бор, проскочить, да. там где-то, ну, тоже час. Побыстрее. Ну, как в тот раз, я помню, ты так же там бегом-бегом все везде. Ну, Мотанулся. Мишаня меня никогда не бросит. Я только позвонил, он говорит, конечно, встречу. Даже не знал, чего не будет. Я же тебе когда еще месяц назад позвонил. Не, недели 2-3. Ну, 3, да. Так что да. Друзья у меня и в Якутии хорошие, и здесь у меня друзья очень хорошие. Санкт-Петербург. Город герой Ленинград. Ура! Мама с папой ждут на даче, едем к ним. Сосновый Бор находится на берегу Финского залива, у нас там красивые пляжи. Вообще очень красивый город. На этих электричках мы раньше на учебу ездили в Питер каждый день, когда еще не жил в общаге. И вот, смотрите, с другой стороны Финский залив сразу, вообще классное место. Надо будет искупаться. Ну вот и дача моя. Так быстро приехали, слушай, да? Что-то так заболтались. Ага, вот, соскучились уже. Сколько историй накопилось интересных. А вот и наш домик. Сейчас маме с папой сделаю сюрприз. Ну, знаешь, что я еду? Ну, не знают когда. Тихо, не сигналь только. У нас ворота теперь новые, кстати, сделали. Вроде такие были в тот раз. Не-не-не, они в бок тебе открываются. Прекрасно. Спать уже охота вообще. Прекрасно выглядишь. Зеленая у нас дача, я все время приезжал зимой, а сейчас вот красота, у мамы всегда очень красиво. Вот и я. Сюрприз. Игорь говорит, надо открыть, говорит, ворота надо. Здравствуйте. Я, как всегда, оператор. Привет, Игорь. Вот и добрался, доехал. Ну, у нас тут холодильник. Знакомьтесь, кто не знает, дороже знает. Мама, папа, Ольга Ивановна, Александр Сергеевич. Шапку-то мне Прошу берешь, какая любить и жаловать. красивая, а ты тут Да. это самое. Меня... Да, дачный. Мама, ты окрошку сделала? Сделала, конечно. Окрошка, да, окрошка вас ждет, да, Окрошечка, окрошка да, ждет с вас. селедочкой. Мишаня, быстренько окрошку поешь. У мамы вкуснющая окрошка, моя любимая, на кефире. Айран, я не знаю, как это. Я вот на айране кефире делаю. Ты айран добавляешь? Там. Ну, там айран, да. Там. Запах стоит, мамуля. Ой, как я хочу. Когда я вам звонил, вы окрошку хлебали, да, пару месяцев назад или месяц назад. Мне так, у меня слюни текли. Вот еще сало. Вот окрошка надо кушать. Сальца, рыбка соленая, вот такой вот необычная. Селедочка. Чесночок, кто хочет. Это мама печенку делает. Печень куриная. Куриную печень на хлеб намазывать, паштетик домашний. У меня слюни, мам, притекло. Вот прям не представляешь, у меня прям рефлекс на окрошку. Просто Раньше вот была такая И вот, салат я оливье вот я делаю. Салат и все. Вот только этим. Красота. Время экономит. Самое главное, что время экономит. Мама делится рецептами, оказывается, Мишаня у нас окрошку такую, ты говоришь, никогда не Я, в ел? принципе, даже? ее не... Ну, Не. Ну вот сделаешь, Вот. и потом... Надо приучить скажешь. свою семью, да. Потому что летом это вообще красота. Да. Летом не хочется уже ничего такого горячего, когда жара стоит. Не, ну И мы все лето эту окрошку она едим. бывает из кваса тоже хорошая. Ну, Я квас люблю- тоже хороший. Еще рыбную солянку я делаю в духовке, знаешь, иногда это, в горшке. Раз, С оливками. да, оливки там обжариваю там. Спасибо тебе огромное. Все, дорогой. Увидимся, надеюсь. Значит, потом осенью на Илюхе, может быть. Увидимся. Точно. Клубника уже цветет. Мы дождемся, мам, ягод? Как думаешь, или уже уедем? Будем есть. В Крыму будем есть, да. 16-го уезжаем в Крым, поэтому ягоды уже... Папа один будет кушать, замораживать, варенье варить. Это кто? А, жимолость, о, вкусная. Ух, новая тепличка. Вон же помидоры висят. Это москвич, самый любимый мой сорт. Они ранние такие, быстро
Вот Мама редисочка. опять лес. Давай, Денис. Ты обещала мне проредить, Оля. Редиска, о, уже смотри-ка. А есть Она редиска? нормально растет. Да, есть. Редиску давно не ел, хорошую домашнюю. Перцы? Перцы, да? Вот уже перчик. висят тоже. Ух ты, мамуль. Какие вы молодцы. А потом тут будут джунгли. Не-не, Всё. постараемся, чтобы не было. Не, ну они же до потолка вырастают, вы же вытягиваете их. Я к тому, что вот именно вот так вот прям. Это вот рукола, Рукола вкусная, кстати, рукола. да, мне нравится. Это кинза, Зеленушка. это салат на зеленый борщ. Салатик. Это огурцы, да? Тут. Ну. А вот и мой отчий дом. Здесь я вырос. В этом дворе я гулял. Маленький. Я так давно здесь не был, когда все зеленое, цветущее. Прям запах такой, он трава скошенная. О, обалдеть. У нас двор такой зеленый. Здесь всегда ветер. Такое проходное место. И вот тут мы маленькие. Все детство я тут провел. В этом дворе. В этих подвалах. Папа у нас вернулся с рыбалки. Ну-ка. Давай тазик, мам. Папа ездил на рыбалку на Нарское водохранилище с другом. Засыпай, засыпай. Ловит на спиннинг. Давай, встань. Папа, я мечтал давно привезти тебе с Якутии якутский подарок. Подарок? Подарок, да. Вот Это вот... времени мало надо дарить сейчас, потому что ты будешь его завтра использовать. Филейный нож? Нет, не совсем филейным. Я надеюсь, что он станет и филейным для тебя. Это вот Ничего себе. настоящий якутский нож. Опаньки. Доставай. Это пока там не смотри, я это не отрезал. Я взял специально такое тонкое лезвие. Оно должно быть именно по рыбе очень хорошо работать. Ну, завтра проверим. Давай завтра посмотрим, как оно работает. Да, как раз. посмотрим, как он по завтра щучке. по рыбе работает. Все, Ну, теперь у тебя есть настоящий якутский Да, нож. теперь пап. у меня настоящий якутский нож. Все, теперь. Поздравляю. Да, я тебя обниму. Спасибо, Игорек. Спасибо магазину Усэкспо, помогли мне. Сделали хорошую скидку, чтобы я наконец нашел возможность сделать такой папе шикарный Спасибо, подарок. Теперь папа спасибо. тоже частичка Якутия. в нем да. Якутии Да, и да. Якута, Саха. Да. Супер Это наш. точно. Ну что, боевое крещение. Проверим на практике работу якутского ножа. Конечно, даже самому интересно. Привыкнуть надо, наверное, будет к этому. Но я думаю, мы справимся. Сейчас мы щуку будем потрошить. Обычно папа это ножницами делает, но для эксперимента. Давай. Ну, а что, нормально, отлично. Он остренький, режет вообще шикарно. Все-таки ножницы тоже удобная штука, да? Ну, это мне чтобы... Держа, потом все это отрезать. Ну, в принципе, нормально. Сейчас осталось еще посмотреть, как он будет снимать филе и вообще. Делаем надрезик. Ножик хороший, острый такой прям. Ну, понятно, что не филейный. Не филейный, но он острый, хороший, да. Кошкам сварим. Ну, тихонечку. Чтобы не мешалось. Снимает нормально. При определенном навыке, если учесть, что я в первый раз им снимаю, даже очень и совсем неплохо. Ну нет, нормально. Филеечки готовы. Вполне рабочий ножик. Видишь, как хорошо, чистенько, прям ровненько все. Рыба покрупнее, так вообще с филейным может быть, ну, это лосось, понятно, она мягенькая там, это тоже она. А вот щуку, судак, налим снимать, налим, конечно, шкуру лучше снять. Ну, нормально. Ну и напоследок, сегодня мы 4 июня, в мой день рождения, накрыли стол домашний, вкусный. Вот я очень рад с мамой, с папой встретить этот день.
Это не часто бывает в последнее время, но очень здорово, что именно в этом году, именно сегодня мы отмечаем его вместе. Вкусный стол, как всегда. Мама с работы пришла и успела на еще там пюрешка, отбивные, да? У нас еще вкусняхи нас ждут. Хоть день рождения у меня, но я решил подарить подарки якутские маме с папой. Привезти с любовью частичку Якутии. Вот это украшение женское называется Илин Кибихер. Ирин Кикибер. Кибихер. Там не так просто все эти дифтонги выговорить. Но, в общем, это национальное, давай, наденем на тебя якутское украшение женское, которое одевает на праздники, на эгэх, в основном праздник исэх, который... Вот, и девушке красивое платье якутские, у тебя немножко не совсем якутское, но тоже красивое. Ну, красота. Теперь у тебя, мам, тоже частичка якутской земли есть дома. Можешь одевать на праздники. Да. В общем, очень здорово, очень приятно находиться дома в этот день, в свой день рождения. Особенно с подарками. Да, вот у папы нож теперь есть У якутский. меня украшения Мама якутские, украшения, да. шикарные. Частичку Как Якутии. серебро. Мне очень нравится, как они выглядят, эти якутские Мгм. украшения. И девушки, когда одевают, я вижу вот в Якутии, у них прям красота такая появляется какая-то. Ну, они и так красивые Ага. там все, а это прям подчеркивает. Вот мне очень нравится, Ну когда да, вот я да. на празднике видел, когда просто вот так одевали. Ну, вот классная штука. Вообще интересные. Поэтому вот здорово находиться дома. Давайте уже. И мы Дома. очень рады, что ты Давайте приехал к кушать. нам. И мы с мамой едем в Крым. Так, мы же вообще никогда так давно не ездили. Только маленькие, когда в деревню катались на поезде, поэтому очень предвкушаю этот момент. Да, давно не ездили. 2 суток на поезде, потом на югах, там в Крыму отдыхать будем. Здорово, мамуль. Очень жду этого момента. Это я там немножко буду, Ну, 8 дней. Нормально. 8 дней? Ну, уже что-то. А я на Хорошо. хозяйстве. Папу оставляем. На Папа. хозяйстве. Будешь на К даче. сожалению, отпуск Отдыхать у на вас. даче. Папа с На мамой. даче отдыхать папа будешь. На даче тоже отпуск. Все. Не прощаемся. Ура! 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 Ура!